Это мой первый такой опыт общения с судейским сообществом. Хотел бы проинформировать вас о том, что испытываю глубокое уважение в целом к системе, к судейскому сообществу, по-другому быть не может. Ну и везде, в том числе и в судейском сообществе, наверняка есть вопросы, которые требуют повышенного внимания, вопросы, которые требуют скорейшего решения. Что меня беспокоит? Надеюсь, это беспокойство в том числе разделяется вами. До сих пор у нас нет председателя Верховного суда, у нас нет первого заместителя председателя Верховного суда. Эти вопросы необходимо решать очень быстро. Некоторые судьи, которые были представлены в парламент и прошли через парламент, до сих пор не имели возможности принять присягу. Есть определенные, наверняка, правовые, скажем так, коллизии, есть разность мнений. Я бы вас просил, дорогие друзья, в этом вопросе действовать, скажем так, более слаженно. Есть исполняющий обязанности председателя Верховного суда, человек опытный. Не мне вам говорить, вы прекрасно понимаете, что вы вершите правосудие в Абхазии, а я являюсь президентом Абхазии. И, конечно, хотел бы с вами наладить деловой, скажем так, контакт, правильный контакт. И если мы будем слышать друг друга, то нам будет проще в укреплении наших государственных институтов, в укреплении в целом авторитета власти. Я неоднократно в разных аудиториях говорил, и сейчас повторяюсь, наши государственные институты очень слабы. Не буду вам давать оценок, потому что это звучит некорректно с моей стороны, наверное, может звучать. Хотя у меня есть на сей счет тоже мнение. Я его озвучивать не буду. Каждый из нас мог бы подтянуться. И в целом, как и институт в том числе. Значит, хотел бы вас попросить в большей степени скоординировать, насколько это возможно, свою работу с деятельностью правоохранительных органов. Мы очень часто сталкиваемся, когда случается так, что человек, который совершил преступление, зачастую бывает не наказан. Или мы нарушаем ключевой принцип права, соответствие, значит, наказания содеянному. Могу расшифровать, что я имею в виду. Очень часто уважаемые судьи выносят такое решение, как условный срок, домашний арест. Это начинает вызывать очень серьезную озабоченность у наших граждан. И потихонечку начинает накапливаться в какой-то степени негатив. Судьи, присутствующие в этой аудитории, наверняка понимают, о чем идет речь. Я бы хотел, чтобы вы знали о том, что и я понимаю, о чем я говорю, и просто назвать некоторые фамилии, например. Да? Вот был такой случай, некоторые резонансные преступления, которые вот случились в Гаагре, еще где-то. Вот недавно готовилось покушение на сотрудников, значит, органов внутренних дел. Люди, которые это преступление готовили, были вроде как осуждены. И в это время они вроде и осуждены, и в то же время они на воле. Известное преступление, которое было совершено, по-моему, фамилия его, значит, если мне память не изменяет, Пиле, который, значит, открыл стрельбу в доме отдыха, да? Вот мера пресечения в виде заключения под стражу, этот вопрос рассматривался городским судом, такая мера пресечения не была принята. Подписка, да, или как это называется, или домашний арест. И он благополучно ездил по стране и совершал эти преступления. Считаю, что это несправедливо, считаю, что это неправильно. Так считают наши граждане. А вы люди образованные, вы наверняка знаете точно, что мы им служим, нашим гражданам. Мы служим правосудию, нашему государству, нашим гражданам. И вот такие, скажем так, на мой взгляд, несимпатичные решения, вот так мягко их назову, их должно быть очень мало. Или, в принципе, их быть не должно. По количеству принятых решений, вот домашний арест или условный срок, я думаю, что мы далеко вперед ушли.
Ну или у нас очень часто бывает так, что условно-досрочно освобождаем осужденных. Вдруг эти люди становятся хорошими людьми, собираем справочки, и они раньше времени оказываются на воле. Ну, я вот, уважаемые друзья, элита правовая Абхазии. У нас что, полицейское государство? Мы что, зажимаем права и свободы? Государство контролирует тотально жизнь наших граждан? Или наоборот, преступность угрожает нам всем? Мы с какой проблемой в большей степени сталкиваемся? С проблемой избытка государственных механизмов или с проблемой избытка, скажем так, насилия со стороны преступников? Ну, кто эти вопросы будет решать, если не вы? На чьи плечи это можно будет переложить? И зачем это делать? Поэтому политика государства будет состоять в том, чтобы укреплять институты государственные, укреплять правоохранительные органы, и принцип нарушил, сел, он должен работать. Механизмов воздействия на этот процесс, они определенные есть у вас, есть у государства, у других институтов. Мы эти механизмы будем, конечно, совершенствовать. Я еще раз хочу подчеркнуть свое уважение к вам, просил бы вас обратить на это внимание. Мы переживаем не очень простой этап становления нашего государства. Последнее событие, которое происходит. Вот, фактически мы столкнулись с применением масштабного насилия ровно неделю тому назад. Может быть, кто-то это отрицает, может, кто-то отрицает, потому что его там не было, и он не отхватил то, что он мог бы там. В следующий раз, если такое повторится, просил бы вас туда прийти на месте и поучаствовать в этих событиях, постоять, чтобы понять и проникнуться, насколько это опасно. Сейчас наши оперативные подразделения работают. Вот. Я думаю, что и вы подключитесь к этой работе. И мы рассчитываем на то, что наше общество, государство рассчитывает, наши граждане рассчитывают на то, что вами будут приняты, как правило это бывает, правильное и справедливое решение. Это у меня такое общее выступление. Потом, как в любом другом коллективе, в коллективе которых, скажем так, состоит в большей степени из интеллектуалов, конечно, могут быть тут разночтения, некое подобие интриг. Я просил бы вас от этого избавиться. У нас нет другого института. Задача, которая стоит перед вами, она архиважная. Вот принцип независимости судей, мы пытаемся этот принцип соблюдать и обеспечивать его материально. Ну, надо же понимать, что мы все работаем в рамках одной страны. У нас одни и те же задачи. Это строительство нашего государства, создание справедливого общества. И тут в разнобой, наверное, будет очень сложно. Я не буду приводить примеры. Единственное, я дал поручение Министерству внутренних дел, специальным службам. Мне просто интересно, я веду статистику в отношении судей и тех решений, которые они принимают. Я не вторгаюсь, но просто мне интересно, особенно те, кто дают условные сроки там, и так далее. Просто интересно. Мы это будем глубоко изучать, вникать, спрашивать, почему так, а не иначе. Вот. И, конечно же, будем информировать нашу общественность тоже. Это наше право. Оно не нарушает чьи-либо профессиональные права или интересы. Еще раз, уважаемые коллеги, просил бы вас в это непростое время в качестве приоритета для себя определить укрепление государственных институтов. Конечно, можно, знаете, как это бывает у хороших педагогов, они интересуются, ведут ученика с 1 класса до 10 и так далее. Материалы, которые к вам поступают из других правоохранительных органов, вы же контактируете. Прежде чем вы их получите, можно было бы какие-то рекомендации дать молодым следователям, может быть, прокурорам. Я это говорю умышленно. Я исхожу из того, что мы с вами руководствуемся одной высокой целью – помочь друг другу, а не рубить,
там, какие-то истории зарубать и вот становиться в позу. Вот они что-то там не доделали, не доглядели. Не так это просто. Государство в какой-то степени смогло помочь студенческому сообществу, повысить заработную плату. У вас лучший офис в Абхазии. И слава Богу, что это так. Другие товарищи тоже в кабинетах хотят сидеть. Как-то надо это иметь в виду. У оперативного состава зарплата 20 тысяч рублей. И они вот бегают и рискуют очень часто своим здоровьем, своей жизнью. Это тоже надо иметь в виду. Мы обязательно их подтянем, уровень их обеспечения до вашего, и вам все повысим со временем, если это будет позволять наша экономика. Вот тут я бы не хотел сегодня говорить более острые вещи. Вот просил бы вас услышать мои просьбы. Еще раз вспомнить о том, что мы все с вами находимся в одной лодке, которая называется Абхазское государство. Этот транспорт испытывает сложности. Все узлы и агрегаты этого транспорта нуждаются в капитальном ремонте, во внимательном отношении, и уж никак нельзя допускать разлад во взаимодействии с правоохранительными органами. Еще раз. И внутри есть руководитель Ада Алексеевна, есть ее точка зрения. Я бы просил, чтобы вы, несмотря вот на независимость, с учетом независимости ваших мнений, слышать то, о чем говорит Ада Алексеевна в том числе. Не думаю, что то, что она говорит, идет вразрез вашим взглядам. Поэтому, мои дорогие друзья, необходимо сделать так, чтобы в ближайшее время присяга была принята. Разговоры вокруг этого считаю несправедливыми и неправильными. И опасения считаю необоснованными. Если кто-то из судей избранных не хочет принимать присягу, мы пойдем дальше без них. И быстренько принимаем решения потом этапами по председателю Верховного суда и так далее. Коллектив должен быть укомплектован, извините за такой термин, и работа должна быть эффективной.